Добрый день, уважаемые участники. Меня зовут Алена Вознесенская, я главный бухгалтер компании Atomy Кыргызстан. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о наиболее часто задаваемых вопросах, в частности о вознаграждениях. Что же нужно сделать для того, чтобы начать получать вознаграждение? Для того, чтобы начать получать вознаграждение, вам нужно пройти верификацию. Что же это такое верификация? Вам нужно обратиться в районную налоговую для того, чтобы зарегистрироваться либо как ИП, индивидуальный предприниматель, либо получить патент. То есть, если свидетельство о регистрации как ИП вы можете получить только в налоговой, то патент вы можете получить в любом торговом центре. Есть специальные пункты выдачи патентов. То есть вы подходите в ЦУМе, в ГУМе, в таких крупных торговых центрах, и легко и просто, у вас, естественно, должен быть паспорт, получаете патент. Вот. После того, как вы получили патент или свидетельство, вы идете в банк для того, чтобы открыть счет. Открыть счет, на который вам будут поступать вознаграждения. В банке вам дадут паспорт лицевого счета. Я прошу вас обратить особое внимание на паспорт лицевого счета и проверить фамилию, имя, отчество, чтобы все было написано точно так же, как в паспорте. Потому что если будет ошибка в одной букве в отчестве, либо там не будет мягкого знака, ё там или еще что-то, деньги на счет поступать не будут. То есть, когда вы получаете эту бумажку, паспорт лицевого счета, обратите особое внимание на написание фамилии, имени, отчества, чтобы это было написано правильно, во избежание дальнейших проблем. Вот. Вы получили, вы зарегистрировались, получили в банке паспорт лицевого счета. Вот. Я бы еще хотела обратить особое ваше внимание на то, что когда вы регистрируетесь как ИП, то ИП не просто там, не знаю, ремонт автомобиля или еще что-то. ИП с видом деятельности, изучения конъюнктуры рынка, вот, и изучения общественного мнения. А патент должен быть репетиторские услуги и услуги тренингов. Вот. Потому что очень многие из вас обращаются и говорят: у меня есть ИП, почему вы отклоняете верификацию? Если, допустим, у человека есть ИП на ремонт автомобилей, то, естественно, мы с ним никаким образом не можем заключить договор и начать ему выплачивать вознаграждение. Такому человеку нужно обратиться в ближайшую налоговую, подойти в отдел регистрации налогоплательщиков, и форма СТИ-024, то есть с этой формой, я думаю, там вам помогут ее заполнить. И дополнительный вид деятельности – это вот как раз исследование конъюнктуры рынка и общественного мнения. То есть как только вы эту бумажку получили, вы загружаете все эти документы, то есть свидетельство, либо патент, паспорт в свой личный кабинет. То есть фотографии должны быть хорошего качества, то есть они должны быть читаемы. Вот. Вы все это загрузили. Следующий шаг: вам нужно заключить с нами соглашение об оказании услуг. Для этого вы заходите на сайт Atomy Doc. Вот, там есть соглашение об оказании услуг. Заполняете все свои данные, подписываете и отправляете нам на почту. После этого вы становитесь, вы верифицированы, и вы начинаете получать вознаграждение. Вознаграждение мы выплачиваем каждый вторник и каждое 7 и 22. То есть спонсорские вознаграждения мы выплачиваем по вторникам, а 7 и 22 мы выплачиваем мастерские и за центры. Вот. Сегодня вторник, а вознаграждения к вам на счет так и не поступили. В чем же дело? В чем же проблема и в чем же дело? То есть вознаграждения должны поступить в течение 3 дней. Это зависит не только от нас, это зависит еще от банка-держателя карты, то есть там, где вы открывали счет. Некоторые банки проводят в тот же день, у кого-то через день, у кого-то через 2. Но если на 3-й день вы не получили вознаграждение, вам нужно обязательно обратиться в наш колл-центр. Вот. И как бы мы будем разбираться, в чем дело, мы обязательно вам
поможем разобраться и как бы решим вашу проблему. Вот. И еще сегодня я хотела бы с вами поговорить о такой вещи, как когда вам отклоняют верификацию. То есть вроде бы вы все сделали, выполнили все наши условия, и вдруг вы заходите и видите, что верификация отклонена. Да? В чем же может быть проблема? Проблема может быть в следующем. Вы взяли патент на месяц, в течение месяца вы получали вознаграждение, патент закончился, просрочился, и мы не имеем права вам выплачивать вознаграждение. То есть на определенный период времени, на месяц, вы брали патент, вы месяц имели право вести предпринимательскую деятельность, а мы в течение этого месяца имели право выплачивать вам вознаграждение. То есть патент закончился, закончилось ваше право вести экономическую деятельность. Вам нужно продлить патент, загрузить квитанцию об оплате, и мы со следующего вторника начинаем вам заново оплачивать вознаграждение. Вот. Еще сегодня я бы хотела поговорить о том, что часто нам задают такой вопрос. То есть вот человек решил взять, допустим, кредит в банке, ему нужна справка. И участники звонят нам и говорят: вы же выплачиваете нам вознаграждение, значит, мы на вас работаем, дайте нам справку о заработной плате. Вот хочу вам пояснить, уважаемые наши участники, что вы являетесь нашими поставщиками. Мы выплачиваем вам вознаграждение за оказанные вами услуги. То есть мы не можем вам выдать справку о заработной плате. Но беря патент и ведя свою экономическую деятельность на основании патента, вы можете получить кредит в банке, предоставить банку патенты свои, и это и будет вашей справкой о заработной плате. То есть вот дополнительный такой плюс в том, чтобы брать патенты и вести свою экономическую деятельность на основании патентов. Если у вас будут какие-то вопросы, я прошу вас звонить, мы всегда рады ответить на ваши вопросы. С вами сегодня была Алена Вознесенская.